Добрый день, уважаемые слушатели. Мы рады вас приветствовать на нашем сегодняшнем вебинаре по очень важной и актуальной теме кризисов детского возраста. Данный вебинар организован в рамках работы Республиканского консультационного центра в рамках реализации мероприятий просветительского проекта «Академия будущих родителей». И у нас сегодня в гостях замечательный психолог, руководитель студии семейного развития Григорьева Евгения Сергеевна. Напоминаю, что у вас есть возможность задавать свои вопросы в чате, на которые Евгения Сергеевна обязательно ответит в процессе своего выступления. Будьте активны, для более плодотворной работы на вебинаре и усвоения очень полезной информации. Итак, Евгения Сергеевна, подключаемся, вам слово. Добрый день. Как видно, как слышно меня, пожалуйста, напишите в чат, чтобы я понимала, что все хорошо со связью. Так, нет звука. Сейчас буду искать, где звук. Давайте еще раз проверим, слышно ли меня. Звука нет. Так. Марина пишет, что все слышно. Пожалуйста, давайте еще кого-то попросим написать, как видно, как слышно. Итак, с моей стороны все включено. Я вот даже не знаю уже, как решить этот вопрос. Итак, представлюсь еще раз. Да, Марина меня представила, благодарю. Меня зовут Григорьева Евгения Сергеевна, я психолог. И сегодня мы с вами обсудим тему, которая касается, безусловно, каждого родителя. Потому что с кризисами всем нам пришлось столкнуться с разными кризисами. Кто-то там в одном возрасте видел изменения в поведении ребенка, кто-то в другом, но тем не менее мы, родители и педагоги в том числе, конечно же, с кризисами детского возраста сталкиваемся. Еще раз прошу по связи, пожалуйста, напишите, как меня видно, как меня слышно, чтобы я уже без сомнений продолжала бы работу. Итак, есть ли у нас контакт, пожалуйста, напишите. Угу. Ответа нет. Проверяю сообщения, смотрю. Ну, ладно, я буду говорить. Я надеюсь, что мне напишут, если есть какие-то проблемы со связью. Итак, поехали. Тема кризисов детского возраста очень интересно, очень обширно. Я постараюсь сегодня рассказать о тех кризисах, которые проходит ребенок в своем становлении, в своем развитии. И также особенно я подробно остановлюсь на самых выраженных, ярких, заметных кризисах, сложных и зачастую кризисах для родителей. И в конце дам какие-то, не какие-то, а достаточно много рекомендаций по тому, как прожить кризис, как его правильно пройти, как помочь ребенку и как педагогу или родителю проживать вместе с ребенком вот этот вот кризисный период развития. Итак, вся природа человеческого развития подчинена смене кризиса и спокойного, то есть латентного периода. Мы с вами, взрослые, также проходим жизненные кризисы и возрастные кризисы в том числе. Вся наша природа подчинена вот этой вот смене
кризисного и спокойного периода. Мы не будем сегодня рассматривать кризисы взрослого периода жизни человека. Мы остановимся только на детских кризисах. Их достаточно много, и хорошо бы, если бы нам хватило вот запланированного времени на сегодня. Ну, а про взрослый кризис мы как-то в другой раз поговорим, потому что, конечно же, мы, взрослые, также живем, проживаем какие-то кризисы возрастные, личностные, жизненные и так далее. Чем можно охарактеризовать кризис? Да, посмотрите, пожалуйста, на схемку, которая перед вами. Это такие вот общие закономерности психического развития. Это ну, такие особенности, которые характерны для любого возрастного кризиса детского. Надо отметить, что обычно кризис длится достаточно продолжительное время. Это может быть несколько месяцев, а иногда и несколько лет. Например, в частности, если мы говорим о подростковом кризисе. Так вот, кризис начинается обычно и завершается незаметно. То есть мы никогда не знаем, когда точно начался кризис, когда он закончился. Границы кризиса размыты и неотчетливы. Однако в середине периода кризисного наступает обострение. Ребенок у нас выходит из-под контроля, становится неуправляемым, он перестает реагировать на наши слова, замечания, правила нарушает, может капризничать, ругаться, грубить, может вступать в конфликты в силу своего там, да, возраста, какие конфликты ему доступны. Снижается успеваемость, снижается, в принципе, темп развития. У ребенка могут наблюдаться внутренние конфликты, внешние с нами, да, со взрослыми, с сверстниками, а также внутренние конфликты, то есть он сам себя не может понять, принять, полюбить, он враждебно настроен по отношению к миру, может быть, и так далее. Мы сегодня про симптомы кризиса, конечно же, тоже поговорим достаточно подробно. И существует несколько кризисов детского возраста. Периоды кризиса всегда, я уже сказала об этом, чередуются со стабильными периодами. И мы сейчас будем, да, обсуждать эти периоды. Ну, хочется обратить ваше внимание на то, что вот цикличность присутствует, да, в детском развитии, то есть период кризиса и период стабильности, спокойствия чередуются, неравномерно происходит развитие, да, то мощный такой выплеск вперед, ребенок не говорил, например, а потом раз и за 3 дня начал говорить и стал говорить сразу предложениями, или, например, не мог никак идти, вставать, да, а тут пошел сам как-то вот очень быстро, да, накапливал как будто бы, а потом раз и вышел вперед. То есть неравномерное развитие у ребенка. Происходят какие-то качественные изменения, не количественные, а качественные изменения в развитии, да, у ребенка. Ну и что-то, что было важно на прошлой стадии, может исчезать, либо как-то преобразовываться, и получается что-то новое на новом этапе жизни ребенка. Идем дальше. Посмотрите, пожалуйста, какие кризисы были описаны одним из отечественных психологов. Даниил Борисович Ильконин предложил такую возрастную периодизацию, которая основывается на работах многих авторов. В таблице, вот, ну, достаточно сложная таблица для восприятия, но давайте попробуем разобраться, поскольку она достаточно насыщенно, наполнена, да, и показывает вот схематично природу детского развития. Итак, выделяют несколько возрастных кризисов, в частности, кризис новорожденности, кризис 1 года жизни, 3 лет, 7 лет, затем подростковый и юношеский кризис. Между этими кризисными периодами, вот этими возрастами, как раз происходит ну, такой, да, такой период стабильности, латентный период, так называемый. Да?
кризисные, ребенок подходит к кризису, когда ему нужно поменять ведущую деятельность. Например, в 1 год ребенку надо перейти от эмоционального непосредственного общения с матерью, от связи с матерью, когда мать была главным стимулом для детского развития, когда мать была главным смыслом его жизни, да, к возрасту предметной игры, когда ребенок должен начать уже интересоваться предметами, ощупать мир, изучить свойства мира через предметы, да, и вот это называется ведущая деятельность. Ведущая деятельность меняется там социальная ситуация развития, в которой ребенок был он только с мамой, а потом он пошел в детский сад, например, да, и у него происходит вот этот выход в кризисный период. Кризисный период сколько-то времени действует, длится до разрешения ребенком задачи возраста, да, и в частности, вот при переходе с кризиса вот этого кризиса 1 года, да, с возраст от 1 до 3 лет, это возраст формирования инициативы. И ребенок, когда научится проявлять инициативу, то есть он будет говорить: дай, мама, я сам буду кушать, дай, я сам попробую надеть носки, я поиграю сам, я там еще что-то, да, то есть и все это будет подводить ребенка к тому, что ребенок выполнит задачу возраста, да, и ребенок приобретет некое новое качество, которое у него не было. И это считается как бы уже разрешением кризиса, да. Ну и вот внизу, нижняя самая строчка за таблицей, она как раз перечисляет вот эти вот кризисные периоды, которые мы с вами сейчас рассмотрим. Если у вас есть вопросы, если что-то непонятно, сложно, оторвано от реальности вашей, не укладывается в голове, пишите, пожалуйста, вопросы, я буду обязательно отвечать на них. Ну и мы сейчас с вами пойдем вот рассматривать как раз эти периоды кризисные в жизни ребенка. Начнем мы с первого кризиса, в который входит ребенок при рождении. Это кризис новорожденности. Ребеночек переживает этот кризис в течение первых 2 месяцев жизни. Признаками кризиса новорожденности является прежде всего потеря веса в первые дни после рождения. Да? Эта потеря веса вызвана перестройкой всех органов и систем, перестройкой организма. У ребенка идет смена, в принципе, да, физиологического организации жизни, в том числе, кроме этого, вернее, происходит смена психической активности. И у девочек чуть пораньше, а у мальчиков чуть попозже, у девочек 1,5 где-то месяца, может быть, у мальчиков 2 месяцам происходит так называемый комплекс оживления. Комплекс оживления – это когда малыш смотрит на маму и улыбается в ответ на ее улыбку. Он всматривается в лицо матери, в ее мимику, в ее вот говорящие там губы, да, и начинает повторять движения губ, вытягивает трубочку, высовывает язычок, открывает ротик и начинает улыбаться осознанно уже матери и гулить, то есть произносить какие-то первые звуки. Вот это все называется комплексом оживления и считается симптомом пробуждения психики. То есть потеря веса нам говорит о том, что органы и системы стали работать, потом вес начинает набираться, то есть организм адаптировался к жизни вне материнской утробы, а психическая жизнь начинается с того, что проявляется вот этот комплекс оживления. Ребенок начинает проявлять плач, когда ему что-то не нравится, он начинает звать матерью, звать мать через плач, привлекать ее внимание, управлять матерью через улыбку, гуление, плач, какие-то обильные вокализации. Да? Вот это говорит о том, что период новорожденности заканчивается и начинается период младенчества, и психика нормально развивается, и мы видим, что ребенок у нас хорошо пошел дальше,
на следующий возрастной период, это уже стабильный период, период младенчества, будет длиться он до примерно 1 года жизни, да, то есть вот месяцев 10, вот этот младенческий период стабильный, не кризисный, кризис ребенок первый уже прожил и вышел в стабильный период. Но ближе к году начинаются некоторые изменения в поведении ребенка, и внимательная мама может их заметить. Поскольку ребенок переходит в следующий возрастной этап, он переживает кризис 1 года. Прежде всего, кризис 1 года характеризуется освоением речи. Ребенок активно накапливает вокабуляр свой, да, недостаточно еще, может быть, это все четко, но тем не менее ребенок уже понимает речь, да, обращенную к нему, знает свое имя, название предметов, ну и так далее. Да? То есть он научается воспринимать речь и пользоваться ею. Недостаточно еще физически развит, не все дети могут ходить к году, но тем не менее уже потихонечку осваивают прямохождение. Кризис 1 года характеризуется общим регрессом деятельности, то есть бывает так, что дети, которые в 11 месяцев, например, уже понимали, что такое горшок, и, например, садились и писали, либо, например, активно, с удовольствием ели прикорм, вдруг в год и 2 примерно, да, то есть все кризисы, они примерно происходят в это время, мы должны это понимать, вдруг начинает отказываться от прикорма, бойкотирует горшок, не хочет ходить, пробовать, хочет на ручки к маме, да, чтобы мама его носила, и все. Ну, это вот такой общий регресс деятельности, он нормален, он естественен для этого кризиса. Это, как бы, знаете, такой вот прием психики детской, немножечко сбавить обороты, немножечко притормозить развитие для того, чтобы потом мощно подкопить силы и как бы мощно вырваться вперед, да, мощно двинуться в развитие. Пугаться этого не стоит, буквально это длится несколько недель, пару месяцев, и затем ребенок также хорошо продолжает развиваться. Эмоции ребенка еще примитивные на этом этапе, да, но да, он демонстрирует достаточно небольшой еще спектр эмоций, и в кризис здесь может происходить нарушение биоритмических процессов, регуляция цикла сон-бодрствования может нарушаться, у ребенка меняется режим, меняется количество дневных снов, здесь мама может столкнуться с тем, что сложно укладывать ребенка, перестал спать на улице и так далее. Да? Ну и кроме того, у него может быть повышенная такая капризность, угрюмость, обидчивость, агрессивность. Часто здесь дети вот в год уже начинают проявлять первые признаки такие агрессии. Например, ударит маму по лицу, шлепнут, там, да, укусит во время сосания груди. То есть они начинают проявлять некую агрессию, обращенную к тому человеку, который раньше был самым важным, самым главным в жизни ребенка, это мама. Поскольку сейчас ребенок переходит на новый этап жизни, это раннее детство с года до 3 лет, да, ребенку уже не нужна мама в таком количестве, ему нужно от нее несколько отстраниться для того, чтобы заинтересоваться большим миром, для того, чтобы изучать особенности предметов, устройства мира вокруг него, да? Ему надо отойти немножко эмоционально от мамы. И отсюда вот эта вот агрессия, обращенная к матери, она выполняет роль как бы такого некого разделения, да, ребенка с матерью. Ну, такой этап сепарации небольшой здесь уже, конечно же, происходит.
Длится этот кризис достаточно недолго, если мама активно не препятствует этому кризису, то есть она принимает вот эти изменения ребенка, которые в его психике происходят, в его становлении его личности, то, в общем-то, ребенок здесь не зависает на этом кризисе и продолжает двигаться в своем развитии, переходить на следующий этап. Следующий этап – это раннее детство с года до 3, и в этот период ребенок активно изучает мир через предметы, он становится, осваивает прямохождение, естественно, речью хорошо, активно пользуется, в принципе, растет его некая такая автономность, да, вот, ну и к концу этого периода раннего детства ребенок переходит к следующему кризису, кризис 3 лет, он знаком, я думаю, всем родителям, напишите, пожалуйста, сталкивались ли вы с этим кризисом, он проходит достаточно ярко, выраженно, и ну, не заметить его достаточно сложно, хотя есть родители, которые, ну, в моей практике, они говорили, что никакого кризиса 3 лет у нас не было, ничего мы не заметили, ребенок свое поведение не менял. В период с года до 3 у ребенка идет бурное психическое развитие, ребенок достаточно эмоциональным здесь является, он демонстрирует уже большой спектр эмоций, да, то есть разные эмоции ему становятся доступны. Поведение ребенка плохо поддается коррекции в этот период. И знаю, что вот достаточно часто кризис 3 лет, точнее вот некие такие проявления, уже можно замечать и у 2-летнего ребенка. Да, то есть достаточно рано ребенок может начать решать вот эти задачи возраста. Еще раз, да, обращу ваше внимание, что программа развития ребенка кризисная, кризисы встроены в нашу психику, и ребенок, естественно, это все делает неосознанно, не специально, не чтобы разозлить, расстроить маму, да, не для того, чтобы сделать что-то там неприятное, а для того, чтобы пройти все этапы психического развития, нужно сталкиваться с кризисом, нужно решать этот кризис, нужно пройти эти периоды жизни, взять оттуда, ну, так скажем, уроки, да, и переходить на следующий этап. Вообще, вот я, пока вы знакомитесь вот с так называемым семизвездием симптомов для кризиса 3 лет, я вот приведу вам такую метафору кризиса. Кризис – это когда мы с вами поднимаемся, например, по лестнице, и ступеньки на этой лестнице достаточно высокие, нам надо приложить какие-то значимые усилия для того, чтобы перейти на следующую ступень. Так вот, ступени – это, так скажем, латентные периоды, да, жизни человека. Это когда у нас все стабильно. А вот подъем на эту ступень, да, когда мы поднимаем нашу ногу, когда мы должны взобраться на следующую ступень, это и есть кризис. Кризис всегда сопряжен с работой, с усилиями, с какими-то преодолениями, да, и поэтому кризис не может быть легким. И поэтому, когда мы говорим про 3-летку, мы, конечно же, здесь должны всегда иметь в виду, что 3-летка решает очень важные жизненные задачи. Кризис 3 лет – это кризис личности. Следующий такой кризис будет в подростковом возрасте. Вот наш 3-летка – это будущий подросток. Каким ребенок был в 3 года, он будет таким вот в подростковом возрасте, только более выраженным. А вот, например, кризис 1 года и кризис 7 лет – это кризисы деятельности, то есть это смена деятельности происходит, а здесь больше личностные перемены. Так вот, Лев Семенович Выгодский, наш отечественный ну, мастер, да, психологии, естественно, конечно, это классик, выделил вот такое семизвездие симптомов кризиса 3 лет. Что это за 7 таких вот симптомов? Негативизм, то есть стремление сделать что-то против взрослого, даже вразрез со своими желаниями. Ребенок может даже хотеть то, что предлагает мама, но поскольку мама это предложила, ребенок не соглашается. Да? То есть все, что предлагается родителями, либо какими-то старшими бабушками, может быть, да, воспринимается негативно. То есть ребенок рассматривает мир негативно, мир, который создают ему взрослые.
Для чего это нужно? Смысл вот этого протеста, да, негативизма, он будет очень выражен у подростка, между прочим. Смысл в том, чтобы отделиться от кого-то значимого ранее и выделить свое мнение. Трехлетка пока не может сформировать свое мнение о мире, да, свое знание о мире. Поэтому нам очень часто кажется взрослым, что протест этот вот, ну, такой вот бессмысленный, да, он не какой-то не глупый. Зачем мы вот так будем делать, когда есть более лучший способ? Ну, поскольку у ребенка ограничены, естественно, интеллектуальные способности, пока и знания о мире, естественно, ничего умного, умнее, чем, по крайней мере, мама что-то делает, да, ребенок предложить не может. Но ему очень надо выразить свое мнение, очень надо протестовать, да, очень надо негативно смотреть на то, что ему предлагается взрослыми. Потому что если он будет все время соглашаться, то он не сможет выделиться в «я». Ребенок в 3 года должен перейти от местоимения «мы», «я» и «мама», да, к местоимению «я». И мамы вот в этом возрасте уже должны употреблять не «мы погуляли», «мы болеем», а «он пошел в садик», «он поел», «он сейчас спит». Говорят о ребенке как бы уже отдельно от себя. Да? Вот это очень важно. Это важный психологический момент, который происходит вот здесь вот к кризису 3 лет. Это задача возраста. Упрямство. Ребенок на чем-то настаивает. Это часто бессмысленное упрямство. Более того, ребенок иногда даже забывает, на чем он настаивал. Но это очень важно ему, опять-таки, для того, чтобы отделиться. Строптивость, да, против норм воспитания, против правил, нарушение правил здесь, да, происходит своеволие. Ребенок проявляет инициативу, стремится все делать сам, ну, потому что я сказала уже, да, с 3 лет будет возраст инициативы, и ребенку нужно здесь говорить что-то по-своему. Ну, к примеру, мой сын, когда ему было 3 года, сказал утром, идя в садик: «Я хочу пойти в красной курточке». Дело было в июне, а красная курточка зимняя. Что нужно тут делать? Ну и вот здесь вот такое своеволие. Нет, только в красной, ни в какой другой я в садик не пойду. Что же мы тут делали? Мы с ним договорились. Хорошо, иди, пожалуйста, в этой красной курточке. Я, конечно, очень думала, да почему же я не убрала эту курточку с глаз? Да почему же она ему попалась на глаза там и так далее. Но тут не надо было спорить, тут надо было сказать, что хорошо, твоя инициатива мне понятна, я ее поддерживаю, я не против твоей инициативы. Пожалуйста, иди в этой красной курточке, ну, а дальше там посмотрим, да, как оно тебе будет в июне в зимней куртке. Ну, в общем, он пошел до садика в красной куртке, дошел, я сказала, ну что, можно ее забрать? Можно, теперь можно забрать, да. То есть если мама в этой ситуации упрямится, если мама сама встает в позу упрямого осла, ничего хорошего не получится, да. Нужно тут показать ребенку: хорошо, у тебя есть инициатива, я ее поддерживаю, попробуй. Протест ребенок демонстрирует, бунт, и это будет очень сильно выражено в подростковом возрасте. Ребенок конфликтует, ребенок провоцирует вас на конфликт, он может вот прям провоцировать вас, да? Ему нужен этот конфликт. Он, опять-таки, смотрит, как он может воздействовать на людей, а с другой стороны, вызывая у матери прежде всего негативные эмоции, ребенок отделяется от матери. Да? Мать ведь тоже начинает злиться, мама ругает его, и это способствует их как бы разделению эмоциональному. Ну, обесценивание ребенок демонстрирует, начинает ругаться, дразнить, обзывать родителей, говорить: мама, ты дурная, мама, ты плохая, мама, я тебя не люблю, тоже для того, чтобы отделиться от матери. Ну и деспотизм, да, ребенок заставляет родителей делать все, что он требует, причем эти просьбы или требования, они настолько бессмысленны для нас, для взрослых, да, нам кажется, что ребенок над нами просто издевается, что это просто капризы какие-то, да, деспот, и когда-то вот, когда дочь моя переживала кризис 3 лет, мы прям говорили: у нас растет режиссер, там, стой там, иди сюда, да, то есть такие были требования, абсолютно нелогичные, абсолютно необоснованные, и нам, взрослым, конечно, у нас это вызывало возмущение прежде всего, вот такие вот реакции у ребенка. Ну, вот таков кризис 3 лет. Задача у него, я уже сказала, это отделение ребенка от матери, выделение его личности. Очень важная жизненная задача. Вот здесь ребенок осознает себя, свои желания. Ему нужно это прожить. Поэтому кризис 3 лет очень бурный, заметный, выраженный. И вот он уже может длиться год,
То есть он не всегда будет, ребенок, таким сложным, но периодически, вступая в какую-то новую для себя задачу, ребенок может становиться сложным, демонстрировать вот эти 7 симптомов переживания кризиса. Ну и для того, чтобы решить задачу возраста, ему, конечно, требуется время. Несколько недель, месяцев. Затем немножечко успокаивается до появления какой-то следующей задачи. Задача, я имею в виду, что в период, там, например, в 2,5 года ребенок там, проживает какую-то эмоциональную задачу, личностную задачу. Она может быть связана с изменением социальной ситуации, развития. Например, ребенок пошел в детский сад, или мама вышла на работу, или родился еще один ребенок, или мама теперь вдруг сказала, что ты будешь кушать теперь сам, я тебя кормить не буду, давай-ка садись и ешь, да. Ну и вот какие-то изменения в жизни происходят у ребенка, ему надо их решить, ему нужно время для этого. И это может длиться несколько недель, даже месяцев, пока ребенок не решит эту задачу. Ну и к 3 годам плюс-минус, да, у кого-то в 3,5 еще продолжаются эти симптомы, кризис завершается и начинается следующий латентный, спокойный, стабильный период. Это дошкольный возраст. Задачей возраста дошкольного является сюжетно-ролевая игра, в которой ребенку нужен сверстник, партнер. И здесь хорошо уже дети себя достаточно чувствуют в садике. Мы помним 5-летних наших детей, да, когда им уже нравится ходить в садике, у них появляются друзья, совместные игры, мероприятия, занятия. Все это ребенка очень как бы интересует, и ребенок хорошо себя чувствует уже, когда мама уходит на работу, оставляет его в садике, потому что у него какая-то своя жизнь. Вот это дошкольный возраст, возраст сюжетно-ролевой игры. К концу дошкольного периода, с 6 где-то лет, да, ребенок может вступить в кризис 7 лет, так называемый, да, опять-таки плюс-минус мы говорим о том, что границы кризиса, они размыты, вот, поэтому с 6 лет примерно ребенок начинает переживать следующий возрастной кризис, связанный с переходом от игровой деятельности к учебной. И в садике, и на каких-нибудь занятиях по подготовке к школе от ребенка вдруг начинают требовать и просить чего-то нового, того, что не было еще в его жизни, а именно посидеть, помолчать, писать неинтересные палочки, отвечать только когда тебя спросят, а не когда тебе хочется. Ну и так далее, да. То есть ребенок сталкивается с новой ситуацией, в которой ему нужно демонстрировать уже новые поведенческие навыки, новые какие-то способы, да, поведения, общения. И это требует от ребенка прежде всего умения владеть своим поведением. За самоконтроль и саморегуляцию отвечает такой психический процесс, который называется произвольность. Произвольность формируется у большинства здоровых детей к 7 годам, и это один из явных признаков готовности к школе. Если произвольность не сформирована, да, то есть не созрели соответствующие участки головного мозга, то ребенку может быть рано идти в школу, произвольности нет, то есть самоконтроля, саморегуляции, управления своим поведением у ребенка еще нет, ребенок не может управлять своим поведением, он не может заставить себя писать эти палочки в строчку, они у него бегают, прыгают, он не может сидеть урок, потому что ему хочется встать, побегать уже, да, он не может поднимать руку и тогда только отвечать, он выкрикивает. Вот это все произвольность. Так вот, произвольность, еще раз подчеркну, это важный признак готовности к школе. Произвольность – это, так скажем, признак соответствующего созревания мозговых структур. Мы не можем приказать ребенку быть созревшей произвольностью. Да? Здесь у всех свой темп. Девочки чуть раньше, мальчики чуть позже, да, формируют вот этот вот самоконтроль, саморегуляцию. Ну, этот кризис не очень
выраженным бывает, он бывает практически незаметным. Ребенок переживает его не так остро, как кризис 3 лет, ну, не у всех, иногда бывает и остро, конечно, да. Кризис этот связан, еще раз подчеркну, с сменой основного вида деятельности. Ребенок теряет свою непосредственность, и это главный признак кризиса 7 лет. Ну, то есть ребенок перестает вот так вот напрямую, вот так вот открыто проявлять свои чувства, желания, эмоции. Он начинает думать, а можно ли так сейчас сказать, а можно ли так сейчас сделать, да? И уходит у ребенка вот это вот, ну, какая-то вот наивность, чистота такая, которую мы любим у детей, да? Ребенок уже начинает быть таким вот продуманным немножечко. Ребенок может казаться даже взрослым, предъявляет окружающим требования соблюдать какие-то правила, указывает взрослым на недостатки. Ну, например, ребенок может говорить: почему вы не выключили там свет на кухне, вы тратите электричество, там, или вы мусорите. Ну, то есть какое-то правило ребенок может уже предъявлять взрослым. То есть он как будто бы повзрослел, да, вот потерял вот эту непосредственность. У ребенка распадается единство аффекта и интеллекта, то есть чувства и знания расходятся. Да? Теперь ребенок может замолчать, обидеться, промолчать, держать в себе. Он не вываливает на родителя уже свои чувства. Вот он пришел со школы и делится всем, как раньше, да, с садика дети приходят и все рассказывают. А здесь нет. Ребенок может что-то утаить специально, не рассказать и так далее. Этот период длится несколько месяцев. Результатом является кризисом освоения учебной формы деятельности. Да? Ребенок научается управляет собой, поднимает руку при ответе, больше не выкрикивает, сидит весь урок, сдерживает свои желания. Ну, например, ему очень хочется сейчас выбежать в коридор, пойти чем-то заниматься интересным, но он сидит до конца урока и как бы терпит, да, вот он научается управлять собой, он приходит со школы и знает, что у него есть уроки, хоть он не хочет их делать, но ему надо прочитать что-то, что-то нарисовать, что-то пописать, он знает это, и он как бы себя заставляет с помощью взрослого, естественно, да, ну вот начинает собой управлять. И затем происходит переход на стабильную латентную стадию. Это школьный возраст, длится ну, примерно года 4, то есть младшие классы. Ребенок у нас достаточно спокойный, достаточно послушный, с ним можно договориться, он стал более осознанным, он стал более управляемым, и, в общем-то, проблем особых родителям не доставляет. Период так и называется стабильным. Да? Вот. Ну, после этого, естественно, ребенок в своем развитии переходит на следующий кризисный период. Это подростковый кризис, пубертатный период. И здесь надо отметить, что границы возрастные будут достаточно размытыми, и будет существенная разница в начале и продолжительности кризиса у мальчиков и девочек. Ну, сейчас уже считается по современным источникам, что девочки вступают в подростковый кризис в 9-11 лет. То есть это уже в начальной школе практически, либо при переходе в среднее звено. Мальчики с 11-13 лет. И длиться может этот период, ну, у девочек до 15 лет, у мальчиков до 16-17 лет. То есть достаточно долго, несколько лет, лет 5, длится так называемый подростковый кризис.
Не заметить его, конечно, невозможно. Родители и педагоги отмечают изменения в поведении ребенка, изменения в эмоциональной сфере ребенка, личностные перемены, да, ребенок стал каким-то другим. Данный период для ребенка, для личности, да, для становления личности ребенка очень важен. Поэтому психике требуется достаточно долгое время, несколько лет, для того, чтобы как бы вот эти все изменения, вот эти все задачи возраста, ну, так скажем, уложились в психике ребенка, для того, чтобы произошли эти изменения, нужно много времени. Не весь этот период ребенок будет сложным, не весь этот период ребенок будет конфликтным. Будут периоды, прям там полгода, когда прям все хорошо, и кажется, что все уже как будто бы позади, вот этот вот возраст сложный позади. Но вдруг ребенок сталкивается с новой какой-то задачей, с какой-то новой ситуацией жизненной, там, переход, например, от младшего звена к среднему звену, или, например, переход там, в другую школу, там, в 7-8 классе, первая влюбленность, друзья и так далее. И ребенок снова окунается как бы в кризис, становится сложным, проблемным и так далее. И родители тут вот как бы опять переживают о том, что не знают, как вести себя с ребенком. Что же здесь происходит? Естественно, падение успеваемости в школе. Обычно это параллель 6 классов. Ну, педагоги, которые присутствуют здесь, да, меня, я думаю, что поддержат, что шестиклассники – это мощное падение успеваемости. Отличников практически нет. Те, у кого были только там четверки, пятерки, вдруг появляются тройки в четверти в году и так далее. 6 класс. Как правило, это мощное падение успеваемости в целом по школьникам. Зачем это надо? Ну, потому что, почему происходит, да, это? Во-первых, потому что снижается учебная мотивация, она уже снизилась к началу среднего звена точно, тут это все только развивается еще. То есть ребенок говорит о том, что а зачем мне это надо учить, а зачем это все знать, для чего делать домашнее задание, непонятно, зачем мне это мне не пригодится и так далее и тому подобное, понимаете? То есть здесь ребенок должен поменять в какой-то момент потом учебную мотивацию. Просто быть хорошей девочкой и слушаться, что тебе говорят, на то, что я хочу там поступить туда-то, и мне нужны вот эти-то предметы. Или там просто не быть наказанным, мальчик, да, там от родителей или от учителя, не иметь неприятностей, к тому, что мне интересна математика, я хочу ее знать, да, и так далее. То есть должен произойти переход на более зрелую учебную мотивацию, но здесь это еще недоступно в подростковом возрасте, это уже ближе к старшим классам, к юношескому периоду. Что еще здесь происходит? Да? Естественно, снижение работоспособности, поскольку психика испытывает колоссальные нагрузки, тело испытывает колоссальные нагрузки, потому что идет созревание органов и систем, вторичные половые признаки формируются, бурный рост, изменение веса, изменение параметров. Да? Организм тратит очень много сил на эту смену, на просто рост, и поэтому психика сокращает нагрузку. Раз мне сейчас надо уложить все мои личностные изменения куда-то, да, как-то совладать с этим совсем, что происходит с моей личностью, так я не буду сейчас узнавать что-то новое, я не буду с интересом изучать сейчас мир, я не буду делать каких-то там сверхдостижений, потому что все происходит внутри. Мы должны помнить, что подросток – это тот, кто проживает очень много внутри. И то, что происходит у нас с подростком, мы, взрослые, зачастую не переживаем в своей жизни ежедневно. Да? То есть у нас с вами нет такой эмоциональной нагрузки, нет такой личностной нагрузки, как у нашего подростка. Поэтому работоспособность снижается, а мы видим это в том, что ухудшается мотивация к какой-то деятельности. Вот занимался ребенок музыкалкой, теперь не хочет, на танцы ходили, не хочет, на спорт ходили, не хочет, хочет лежать, смотреть телевизор, смотреть в телефон, в интернет, там, да, ничего не делать, спать и лежать. Больше ничего не хочет, даже гулять не хотят иногда дети в этот период. Не говоря уже о том, что домашние какие-то обязанности, конечно же, нет. Дальше. У подростка
происходят мощные глубинные изменения личности. И личность подростка конфликтна, много внешних конфликтов со сверстниками, с учителями, с родителями и множество внутренних конфликтов. То есть ребенок себя не принимает, он себе не нравится, говорит: я урод, я глупый, я толстый и так далее. Да? То есть очень-очень много задач эмоциональных, психологических ребенок проживает. Поэтому он конфликтный. У него нет покоя, он не знает, на что ему опереться. Да? Он увидел себя в зеркале в какой-то день, раскритиковал полностью свою внешность. Учительница сказала, что он еще и глупый, бесталанный. Мама с папой поддержали, и ребенок не знает, на что теперь опереться. Да? Поэтому, конечно же, говорить о том, что подросток у нас эмоционально хорошо себя чувствует, нам не приходится зачастую. Большинство подростков находятся в плохом эмоциональном состоянии и периодически только входя в более-менее ровное состояние. Ну, мы все это проходили, возможно, по-другому, прошли, естественно, да, но мы должны понимать, что подростковый кризис очень тяжелый в плане проживания, да, глубинные конфликты, глубинная неудовлетворенность у подростков. И очень важно, чтобы рядом с подростком оказался, конечно же, понимающий взрослый. Ну, негативизм, безусловно, это один из явно выраженных ярко заметных симптомов. Подростки негативно настроены на все, им не нравятся родители, друзья, город, в котором они живут, страна, в которой они живут и так далее. То есть они критично настроены на президента, на систему образования. Очень глобальные задачи, очень глобальные сферы они критикуют, очень негативно настроены и так далее. Основной группой, значимой для ребенка в подростковом возрасте, является компания сверстников. Им очень важно принадлежать к референтной группе, то есть группе значимых детей, не кому-либо, да, кому попало, а к детям достаточно с высоким статусом, занимающим достаточно высокий уровень в иерархии, внутришкольной, внутриклассной, например, да, вот, принадлежать к вот этой референтной группе, это значит быть в стае, быть защищенным, с одной стороны, с другой стороны, принятым, свои эмоциональные проблемы дети в подростковом возрасте более настроены решать в среде своих сверстников, то есть они ищут понимания у друзей и меньше уже идут к взрослым. И здесь происходит мощный такой вот сепарационный кризис, то есть ребенок отходит от родителей еще дальше, и вот вроде бы недавно только у вас был ласковый ребенок, который подходил, обнимался и рассказывал, как у него дела в школе, тут он закрылся и не впускает вас в свою жизнь, в свои переживания. Крайне важно сохранить контакт с подростком. Да, ну, чуть попозже мы про это еще поговорим. Ну и спустя буквально там, год-два ребенок уже подросший, да, переходит к следующему кризису. Это юношеский период. Юношество не столь конфликтно, и по сравнению с подростковым периодом мы вообще даже можем не заметить, что был какой-то кризис, что был какой-то сложный период. Однако старшие классы, 10-11 класс, 1-2 курс вуза, это юношеский период. Характеризуется он тем, что в это время у детей происходит ценностно-смысловая саморегуляция поведения. То есть молодые люди в этот период определяются со своими жизненными ценностями, со смыслами. Они должны понять, для чего они живут, каков их путь, куда им двигаться. И это не только про профессиональное самоопределение, куда поступать. Зачастую, к сожалению, все упирается только в это, но это не про то. Здесь дети, ну, уже взрослые дети, да, должны осознать
смысл своей жизни, задачи своей жизни, понять свой путь. А это задачи очень сложные. И подчас мы, взрослые, тоже не знаем, каков наш путь, куда мы идем и так далее. Да? То есть это не так-то просто. Здесь у детей наблюдается философская интоксикация сознания, то есть они очень много рассуждают, очень много спорят, вступают в дискуссии. Это может утомлять очень взрослых. Да? То есть у меня есть одна клиентка, которая жаловалась на то, что разговоры о политике, которые ведет ее сын, утомляют ее, раздражают. Ей это все неинтересно, ей это все не нужно, ей приходится его слушать, и это ужасно ей досаждает. И вот она испытывала чувство вины по поводу того, что вот она такие чувства переживает. Вроде бы ребенок с ней разговаривает, а вот ее прям, ну, прям скучно ей, и неинтересно спорить о политике. И хочется как будто бы прекратить этот разговор. Ну, вот это типично и характерно для подросткового и юношеского возраста. Вследствие этого дети подвержены сомнениям, раздумьям, которые мешают им активно действовать в своей жизни. Да? То есть пока не найден путь, непонятно, куда идти. И юноша здесь вот может растеряться. Да? То есть, ну вот часто это выражается, например, в том, что молодой человек поступил куда-то, а потом сказал, а мне это не нравится, а мне это не интересно, а я туда не хочу. Да? Потому что он решает вот эти вот задачи очень важные по тому, чтобы понять, кто я и каков мой путь. Идем дальше. Я предлагаю сейчас, если нет вопросов, остановиться на некоторых рекомендациях, которые стоит вам, как родителям, да, услышать, сохранить себе вот этот слайд. Я не буду говорить сейчас обо всем подробно, у нас просто уже нет на это времени. Поэтому рекомендую вам сейчас сделать скрин или там как-то сохранить себе слайд. Я остановлюсь на 3 наиболее выраженных кризисах: кризисе 3 лет, 7 и подростковом. И дам некоторые рекомендации по тому, как прожить нужно кризис. Ну, если мы говорим о кризисе 3 лет, я уже сказала о том, что не заметить его сложно. Ребенок здесь явно демонстрирует вот изменения в поведении, в эмоциональной сфере. И очень часто здесь родители сталкиваются с истериками, с бурными эмоциональными проявлениями, с которыми трудно справиться. В случае, если истерики появляются, родителям здесь рекомендуется снижать эмоциональный накал такого взаимодействия. Да? То есть надо обязательно родителям, педагогам смотреть, а как мы сами реагируем на трехлетку. Трехлетка – это тот, кто нас провоцирует на то, чтобы мы вышли из себя, на то, чтобы мы нарушили границы, на то, чтобы мы показали свои аффекты, да, чтобы мы какие-то эмоции свои вот выразили. Это провокация. Мы здесь должны смотреть на себя со стороны, какие эмоциональные реакции мы демонстрируем ребенку. И если мы справляемся со своими эмоциями, если мы четко стоим на своей позиции и продолжаем ребенку объяснять правила, несмотря на то, что он не хочет с ним соглашаться, да, при этом мы уважаем ребенка, не демонстрируем агрессию, а демонстрируем спокойствие и последовательность, ну вот здесь мы даем хороший урок. Плохо, когда мама или папа сами очень упрямы, сами настаивают, постоянно своим не уступают, не стремятся договориться, не демонстрируют ребенку, что можно не только настаивать на своем там, да, и упрямиться, но можно еще и договариваться, например. То есть родители должны демонстрировать ребенку удачные стратегии, компромиссные договоренности и так далее. Плохо, если родители во всем идут на поводу у трехлетки. Да? Помним, что типичным проявлением трехлетнего кризиса является симптом деспотизма, да? То есть желание управлять взрослыми, настаивать на своем. У меня в практике есть такие мамы, которые приходят и говорят о том, что ребенок вообще уже не слушается. Ребенок управляет полностью семейным
семейной ситуации, полностью вообще никаких, да, вот, просьб не слышит, настаивает только на своем. То есть ребенок стал у руля. Родителям трехлетки крайне важно понимать, что главой семьи являются родители. Трехлетка претендует на то, чтобы управлять семейным автомобилем. Но вы ведь не дадите, да, семейный автомобиль трехлетки. Поэтому соблюдение вот этой иерархии, мы большие, а ты маленький, мы родители, а ты ребенок, мы говорим правила, а ты их выполняешь, соблюдаешь, и мы тоже их соблюдаем. Ну, это правильно, да, то есть трехлетка, деспот, это тот, кто претендует управлять семейной ситуацией. Это всегда про родителей, про родительскую позицию. Конечно, мы тут должны опираться на сильные стороны ребенка. Какие здесь сильные стороны? Это уже возрастающая самостоятельность. То есть ребеночек у нас уже становится старше, он может сделать что-то сам. Мы обязательно должны поддерживать инициативу ребенка. Ну, к примеру, мы можем предлагать ребенку выбрать игрушку, которую он возьмет в детский сад, или выбрать одежду, которую он хочет одеть, да? Или предложить ребенку поучаствовать, например, в выборе какого-нибудь подарка там, для бабушки или еще для кого-то. Да? То есть мы предлагаем ребенку инициативу проявить, мы поддерживаем эту инициативу, не препятствуем ей. С другой стороны, мы при вспышках упрямства, гнева ребенку не даем, не закрепляем, что так ты можешь чего-то добиться. Да? Мы должны демонстрировать нейтральность, ребенок должен понять, что таким образом он не добьется своего, что это неудачный способ взаимодействия. Ну, перейдем к рекомендациям для следующего кризиса, кризис 7 лет. Время, когда ребенок у нас пошел в школу, достаточно часто первоклашки, да, сталкиваются со сложностями адаптации к новому учебному заведению, к новым требованиям, к новой позиции. Родители очень часто обращаются к психологу именно в этот период жизни ребенка, беспокоясь о своем, как будто бы еще малыше, но уже взрослом, который ходит сам из школы, который теперь делает уроки там, и так далее. Да? Мы здесь должны, я хочу обратить внимание на то, что нужно здесь сохранить близость с ребенком. Крайне важно проводить время вместе, эмоциональный контакт, тактильный контакт сохранить. Я все-таки здесь настаиваю на том, что 7-летнего ребенка мама должна еще продолжать укладывать спать. Еще нужно, несмотря на то, что он умеет уже читать сам, читать ему книгу на ночь или какие-то другие ритуалы соблюдать. Да? Тихая какая-то беседа, какое-то общение, как прошел день, какие эмоции, как в школе и так далее. Да? То есть близкий, тесный контакт. Да, он стал другим. Да, этот первоклашка сейчас хочет демонстрировать свою самостоятельность. Но на самом деле мы должны помнить, что он проживает кризис, ему сложно, ему хочется играть, ему хочется вскрикивать, ему хочется на уроке не поднимать руку и не ждать своей очереди, а сказать и быть в центре внимания и так далее. Да? Но он все время себя сдерживает. То есть мы должны понимать, что 7-летка – это ребенок, который вот так вот внутри может быть зажат, и нам крайне важно распускать это напряжение, да? Давать ребенку моменты, когда он может расслабиться, когда он может перестать быть взрослым, вот таким вот осознанным, соблюдающим правила. А в школе ведь очень много правил, и надо постоянно в голове держать эти правила. Вот нельзя вот это, нельзя вот это, нельзя вот это. Да? Для ребенка здесь это очень сложно еще. И поэтому мы, родители, должны создавать вот это вот состояние расслабленности рядом с собой. Ну и, конечно же, очень важно при освоении новой деятельности создавать для ребенка ситуацию успеха, то есть поощрять его. Например, у меня сейчас вот первоклассник, и когда ему было очень сложно писать вот в этих прописях, и слезы капали на страницу прописи, и буквы расплывались, мы сделали вот так. В какой-то момент, в какой-то день у него отлично, очень красиво получилось написать какую-то букву. И это была ситуация успеха. Мы прям ходили за этой прописью, показывали всем: посмотри, посмотри. И говорили, там старшая сестра сказала: это что, ты написал эту букву? Это вот ты так красиво написал? Да, это я написал. То есть вот эту вот ситуацию успеха мы уже сформировали, и уже вот
появилась мотивация продолжать дальше, делать сложное дело. Пропись – это очень сложно. И когда мы закончили вот уже первую вот эту пропись, да, исписали они первую часть, я предложила сыну: а давай посмотрим, как ты писал в начале. Мы открыли с ним эту пропись, да, и он посмотрел, как он писал в начале, как он писал в конце, и это была тоже ситуация успеха. То есть вот уже некое такое вот позитивное подкрепление его усилий, потому что это каждый день. Ребенок очень старается каждый день, и мы должны обязательно это подчеркнуть, отметить и оценить. Ну и перейдем к рекомендациям для родителей детей подросткового возраста. Я уже сказала о том, что самая важная задача родителей, да, их даже две, и они парадоксально расходятся, но они крайне важны. Тут первая задача, я уже про нее сказала, это сохранить контакт с подростком. Поскольку он хочет отойти от нас, он хочет стать самостоятельным и независимым, а нам очень важно, чтобы в случае какой-то неприятности, каких-то проблем ребенок пришел бы к нам. Нам надо сохранить с ним контакт. Так вот, первая задача – сохранить контакт, а вторая задача – отпустить ребенка, довериться ему, передать ему ответственность. Научить его уже, сказать, что, дружок, ты сейчас уже давай сам будильник ставь, и я не буду вставать, ты вставай, завтракай, собирайся в школу, иди. Сегодня суббота, я хочу отоспаться, мне важно отдохнуть. Я не буду тебя сегодня провожать в школу. Или я не буду проверять твои уроки больше, домашку, делай это сам. Если ты не знаешь, что узнай, не я теперь буду знать. Ну и так далее. Какие-то вещи уже переходят абсолютно в ответственность, в область ответственности ребенка. И вот с одной стороны держать контакт, а с другой стороны отпускать подростка. Вот это тот баланс, который нужно родителю сохранять. Да? И очень важно здесь остаться близким эмоционально, говорить о чувствах подростка, что ты чувствуешь, как прошел твой день, а как ты себя чувствовал, когда тебе это сказали. А с другой стороны сказать о том, что вы чувствуете, показывать подростку, что какие-то его реакции могут вас обижать, а что-то может радовать, а чем-то вы гордитесь, а что-то вас огорчает и так далее. Да? Вот, то есть уже разговор другой, уже нет приказного тона, уже нет требований, потому что подросток очень быстро может отменить все ваши требования, просто не делать это и все. Да? То есть я знаю много примеров, когда родитель приходил и говорил: я не знаю, что мне делать, потому что ни одно мое требование, ни одно мое наказание уже не действует. Да? И тогда мы здесь вспоминаем и говорим про то, что контакт, где он, где, да, желание ребенка не огорчать, сохранить интерес какой-то, да, в общении, сохранить контакт, быть принятым. Почему это потерялось? Почему в центр внимания сейчас выходят требования какой-то деятельности, а не эмоции? Вот это очень важно. С подростком рекомендуется все-таки уже договариваться, вырабатывать правила, которые будут взаимно приняты и родителям, и подросткам самим. И подросток согласится, что да, давайте будем делать теперь так. И мы уже больше как бы опираемся на осознанность у подростка, чем какие-то там такие авторитарные требования вводим. Да? То есть мы уже просим его, объясняем, добиваемся какого-то взаимопонимания, уступаем в чем-то, да, двигаем свои какие-то требования, вырабатываем общие договоренности и на них уже опираемся. Вот примерно таким образом мы общаемся с ребенком в этот очень непростой для него период. Также я бы хотела порекомендовать вам, уважаемые родители и педагоги, создавать у подростка готовность посетить психолога. Для этого вы должны сами говорить о том, что вот я ходила когда-то к психологу, вот я слышала, там есть хороший психолог, вот если что, можно позвонить на телефон доверия и так далее.
Подростки переживают сложный период, и не всегда они могут довериться тем взрослым, которые вокруг них. Поверьте, не всегда вы сможете понять своего ребенка, даже если вы его очень любите. Некоторые вещи, которые решает подросток сейчас, могут вам вызывать у вас очень бурные эмоции, вызывать у вас несогласие, неспособность принять эту мысль. Да? И ребенку нужен другой взрослый, тот, который сможет его понять, поддержать, а может быть не поддержать, но сказать это так, что подросток услышит, да, и этим человеком часто может стать педагог, который близко, да, повезло тем детям, у которых есть такие педагоги, которые могут, так скажем, сохранить качественный контакт с подростками. Это достаточно сложно. Ну и психологи. Поэтому, дорогие взрослые, создавайте у ребенка вот эту готовность и да, обратиться к психологу. Сделайте эту ситуацию нормальной. Все люди ходят к психологу, когда им нужно, когда они сталкиваются с какими-то сложностями. И тогда психолог сможет вовремя сказать нужные слова вашему ребенку и поддержать его. В свое время я работала в школе с подростками, у меня были дети с 7 класса, это была гимназия, и там дети были с 7 по 11 класс. Каждую перемену у меня были всегда открыты двери в кабинете, если не было какой-то индивидуальной работы, да, и каждую перемену подростки приходили ко мне. Они просто приходили поговорить, и я всегда с ними говорила, да, и это было очень-очень важно, потому что и слезы лились, и конфликты рассказывали, и жаловались на учителей, и жаловались друг на друга, и на родителей, но получали эмоциональное облегчение, становилось им лучше, становилось им спокойней, они чувствовали себя принятыми, их понимал кто-то из взрослых, да, и жизнь становилась легче для подростка, да. Поэтому создайте, пожалуйста, вот эту готовность у ребенка. Ну что, на сегодня я завершаю. Пожалуйста, если у вас есть вопросы, пишите. Я на них отвечу. Напомню, да, что если у вас появятся вопросы, то вы можете обратиться через центр консультационный ко мне. Ну, на сегодня благодарю вас за внимание. До новых встреч. Желаю вам хорошего дня. Надеюсь, что информация была полезной и интересной для вас. До новых встреч, друзья. До свидания.